Всем привет! Мы продолжаем наши мастер-классы, продолжаем наши мероприятия в рамках 9-й республиканской выставки Saha Innovation. С вами вновь я, Жирков Николай, ведущий модератор этих мероприятий. И у нас сегодня в гостях Осипов Джолустан, сооснователь IT-школы Алтан. Приветствуем, Джолустан. Спасибо, что тоже присоединились, выкроили время в своем плотном графике. Добрый день. Вот. И мы сегодня, конечно же, как вы, наверное, читали по заглавию нашего выступления, конечно, это история о деятельности и вообще деятельность IT-школы Алтан, и в том числе, как же войти в мир IT. Очень интересное название. Что ж, Джолус, расскажи. Стандартный вопрос всех моих гостей, для моих гостей. Вот как ты пришел в мир IT, и тем более это образовательный сегмент все-таки, да, школа, IT-школа. Расскажи немножко о себе и о своем пути. Ну, у меня вообще классическое физмат-образование. Я всю жизнь изучал математику и физику. Учился в Илюйской гимназии в физмат-профиле. Потом в старших классах учился в физическом профиле в республиканском лицее. И позже поступил в университет СУФУ, на физико-технический институт, по профилю тоже физика. Ну, вот от мозга до костей я физик, и поэтому у меня вот технический склад ума, да, и таким людям вот вообще IT, да, близко. И с таким бэкграундом очень легко попасть в мир информационных технологий. Ну, таким образом я попал во время студенчества, познакомился с моим будущим партнером Иваном, да, он мой однокурсник, и мы вместе в 2017 году, будучи еще студентами, открыли кружок робототехники Алтан, да. Мы, ну, для нас очень сильным подспорьем стало то, что в университете есть бизнес-инкубатор «Орех» студенческий, да. До сих пор мы там находимся, и благодаря вот этому инкубатору, да, мы из кружка робототехники эволюционировались в IT-школу Алтан. Супер. Вот так. Ну, интересно, а вот выбор названия, потому что, как сейчас, на сегодняшний день, уважаемые родители, зрители, вы знаете, что очень много частных школ, российских, франшиз даже международных у нас есть. А вот броское интересное название IT-школа Алтан. Как долго ли думали над названием? Ну, недолго думали. Вот Алтан, да, с якутского означает медь, да, и, как я сказал вначале, мы изучали детям робототехнику, а по медным именно проводам, да, идут сигналы вот, для роботов, вот, и вот поэтому мы назвались таким образом. Круто, все символично. Да, все символично. Отлично. Ну, мир IT такой, что да, и начиная от названия, как назовешь, так корабль и поплывет. А в нашем случае, да, удачи ребятам, но об этом тоже попозже. И расскажите, вот, спасибо еще раз, да, поддержке от бизнес-инкубатора студенческого «Орех» и уважаемые студенты, зрители, участники. Да, сейчас можно не только учиться, да, бакалавриат, магистратура, аспирантура, а уже, будучи студентами, начать свое дело. И вот как раз-таки прекрасный пример, что можно свое хобби, увлечение превратить в будущий стартап и, конечно же, хороший бизнес-проект. Согласитесь? Конечно. И расскажите немножко про команду Алтана, потому что мы знаем, да, есть Иван, вы и остальные. Расскажите про них, кто, откуда, как. Ну, нас в команде 15, в основном это все учителя. И, ну, средний возраст команды 28 лет, да, все молодые. Да, молодые. И, ну, люди в основном те, кто со мной вместе учились в республиканском лицее, да, их много. И ребят, которые мы познакомились в СУФУ, в АГИ, все наши учителя, они, можно сказать, отличники, да, краснодипломники, занимаются наукой, вот, некоторые из них аспиранты, вот, ну, люди науки и образования, можно сказать. Ну, мы специально именно подбираем таких людей, да, чтобы они своим примером показывали детям, да, вот, как нужно учиться. Ну, у нас есть два направления, это программирование, да, и рисование, ну, то есть, ну, связано с цифровым творчеством.
Ага, и в каждом направлении есть несколько курсов. Ну, Мгм. я об этом позже Да. расскажу. У нашего спикера сегодняшнего гостя будет отдельная презентация после нашего короткого интервью, где подробно расскажут о деятельности, а самое главное о курсах, что же ожидает родителей, их детей насчет летнего, осеннего сезона 2021 года. Потому что вы знаете, что да, ковид и ограничения до сих пор продлены. К сожалению, летние детские оздоровительные лагеря, по-моему, тоже не функционируют в полной мере, поэтому, да, уважаемые родители, конечно, чем же занять свое чадо, да, тем более летом сидеть, находиться в квартире – это очень практически невыносимо, а Да. тут ребята предлагают очень интересные, а самое главное, полезные для будущего ребенка, ученика, да, вот такие интересные курсы. Так, ну об этом поподробнее. И еще немножко вот вопросов. Вот я, например, ну, достаточно взрослый, но я понимаю, что у вас курсы на самом деле для начинающих, для школьников, а вот есть ли планы, например, развить, может быть, для среднего или, может быть, для как школа третьего возраста, вот такие есть планы? Или пока акцент аудитории только дети? Мгм. Мы фокусируемся на данный момент на школьников, да, но у нас есть один курс, Мгм. который ведет наш самый опытный преподаватель, это Айсхан Мгм. Алексеев, да, специалист по искусственному интеллекту. Он ведет курс для взрослых, О, для взрослых людей, да. Курс называется программирование на языке Python, анализ данных и веб-разработка. мгм. А, Но мы берем обычно только две группы. Вот, две группы по вечерам, Мгм. поэтому оно всегда вот забито, Да, и ну это люди хорошо. записываются за 3 месяца. Даже так? Ага, Ничего себе. вот. Так, ну да, на самом деле интересно. Я думаю, что и в любом случае будет выложена информация про Инстаграм-страницу. Я думаю, что Мгм. в личном порядке тоже можно выйти, записаться. И еще такой вопрос. Конечно, мы люди, которые специалисты, которые сталкиваются и работают в IT-сфере, знают, да, есть центр Смарт, Технопарк, IT-школы, резиденты, экосистема инновационная. Но вот обычный гражданин, горожанин города Якутска и так далее, он видит, читает очень много постов, особенно в соцсетях. IT – это просто, легко войти, переквалифицироваться с экономиста в айтишника, дизайнера – это легко. Так ли это или на самом деле все-таки вот внутреннее талант или предрасположенность, может быть, к IT у человека должно быть? Мгм. Ну, я не сказал бы, что IT просто, да, но это как, ну, как любая профессия, да, то есть требует свои вот, знания, умения, навыки, да, для этого нужный опыт, нужен, конечно. И как вот взрослому человеку, ну, стать айтишником, наверное, нужно сперва проанализировать свой как бы бэкграунд, свой опыт, да. Мгм. Если у вас более вот технический склад ума, да, вы можете ну, изучить какой-то язык программирования, и стать разработчиком. И если вы творческий человек, да, и вы, ну, в детстве хорошо умели рисовать, да, вы можете стать дизайнером, Мгм. либо художником. Но если вы, например, общительный человек, да, но можете стать менеджером в Или IT. умеете манипулировать, да? Да, да, менеджеры очень нужны, да, в IT тоже, это как а, любая экономика, Мгм. там нужны управленцы. Ну вот, как-то так. Мгм. Мгм. Ну, очень удачно складывается, потому что те участники, которых вот вы только что Мгм. рассказали, менеджер, дизайнер, разработчик, это такая команда, которая в том числе, да, обычно команда на хакатонах в таком составе обычно и больше, Да. верно, да? Мгм. А вот, Джоустан, расскажите, участвовали ли вы в своей биографии, в своей жизни на каких-нибудь хакатонах? Ну, с ребятами участвовали во время студенчества, Мгм. в хакатонах, но в основном я участвовал, ну, когда я был студентом, да, хакатоны были не таким частым явлением, да, Мгм. в основном там были конкурсы на какой-то инновационный Мгм. Мгм. стартап-конкурсы, да. Ну, в этом я участвовал, победил грант «Умник», и грант главы республики. Мгм. Мгм. До Алтанда у нас был стартап с ребятами, который называется «Умный дом», О. Робохаус. Мгм. Робохаус. Мгм. Ага.
И, ну, этот стартап заключался в том, что сделать электронный прибор, да, и к нему программное обеспечение, Мгм. чтобы управлять домом. Имеется в виду, ну, выключать розетки, да, Мгм. включать лампу, освещение управлять, да, и еще мы хотели управлять котлом. Для М. нас как бы это актуально, да, но Мгм. ну, мы были студентами, и опыта не хватало в этой сфере, да, и как бы не смогли именно сделать бизнес-сторону. А. Но продукт у нас был, да, Мгм. это электронный прибор, да, модуль называется, а, и как бы на опыте вот умного дома, да. Мгм. Интернет вещей — это как наши обычные гаджеты превратить и взять под контроль в хорошем смысле и управлять ими. Джоустав, как думаете, в Якутии умный дом и вообще система управления, система IoT, ну, каковы перспективы, народ, менталитет, мешает ли наш менталитет распространению этого, или, может быть, все дело в деньгах? Как считаете? А, ну, у многих моих знакомых уже в доме есть гаджеты, да, Мгм. это роботы-пылесосы, да, А вот эти вот гаденыши, которые ага. на них коты еще катаются, да. И это, например, вот управление освещением. Мгм. Но именно для нашего региона, для Арктики, да, самая актуальная задача, наверное, стоит в управлении котлом. Мгм. Ну, допустим, такая есть задача. Человек хочет там на несколько дней улететь куда-то, да, а у Мгм. него частный дом, Вот. да, и что делать, да, оставлять ли кому-то на присмотр, там, родственников звать или Мгм. что делать, да. А можно поставить систему умного дома, да, управление котлом, Мгм. и тогда вот в режиме реального времени на твой телефон будут все параметры твоего дома, температура, да, там мощность котла, на которой сейчас он работает, Мгм. а, ну, такие данные, как бы, есть ли дома электричество, вот, например, будет какая-то внештатная ситуация, да, ну, тогда тебе идет, к тебе приходит уведомление в приложение или через СМС, Мгм. и потом ты, наверное, будешь уже говорить своему родственнику, да. Это одно. Другая задача, обычно у детей, у которых есть частный дом, есть еще собаки, Мгм. да. Собаки, и, да, и это очень большая проблема. Ты куда-то хочешь тоже поехать, да, на несколько дней, Мгм. а собаку оставить некому, да. Ну да. Обычно это злая собака бывает, да, там никому не оставишь. Как ее Ага. кормить, если она Как там его, бла-бла-бла? да, и как его кормить, да, такой вопрос стоит. И а, тоже вот с помощью системы умных домов, да, можно сделать автоматическое устройство, которое кормит собаку периодически, Мгм. как бы. Вот такое решение есть. И это должно быть именно комплексно, да, с твоим вот управлением котлом и с кормежкой вот собаки, Мгм. Мгм. получается. Вот одно без другого невозможно, как бы, Мгм. в наших Мгм. условиях. Ну, обычно этим занимается мужчина, да? Вот, Да. охранник в доме мужчина, охранник, да? А для женщин умный дом для чего он нужен, да? Вот такой вопрос. Можно автоматизировать теплицу, Ага. да? Ага, мы еще думаем вот так, как бы. Наше решение, оно подходит и для мужа, и для жены. Мгм. И как бы тогда им друг другу да, вин-вин, Мгм. и они покупают нашу систему. С другой стороны, дом охраняется, да, Мгм. а с другой, с этой стороны, получается, вот, теплица автоматизируется там. Интересно. Что в теплице можно автоматизировать с помощью умного дома? Это, конечно, полив, да, Мгм. и это, ну, он может еще периодически открывать, ну, проветривать теплицу, Мгм. да. Мгм. Ага. При этом условия вот проветривания и поливания будут зависеть от влажности воздуха и почвы. То есть он И даже там так? стоят датчики, да, и так далее. Вот. В принципе, эта идея реализуема, да, вот к автоматизации все идет, да, но говорят, такое мнение, да, в России такой бизнес делать, именно B2C бизнес, да, Мгм. сложно, потому что у нас люди привыкли работать руками, да, Вот, да. ага, и дешевый труд, да, такие вот технологии, они востребованы, например, в Японии, в Англии, да, в Мгм. Германии, где есть пожилое население уже, да, сильно пожилое, Мгм. которое
и высокооплачиваемый труд, да? Ну, как бы так вот. Ага. И, наверное, ну, в странах, где есть высокий доход, у нас вот страна с средним доходом, да? Для нас это особо не актуально, можно сказать. Да. А в тех странах, где высокий доход, да, где вот человека часы стоят очень дорого, автоматизация очень сейчас вот как бы востребована, и в принципе такие технологии можно делать на экспорт. Вот. Да, ну это серьезная такая тоже тема, Да, перспективы, проекты. тема очень классная, да, но в то время для студентов, для нас это было как бы слишком сложно. Вот. И мы выбрали, ну, более такой приземленный вариант бизнеса, да, как кружок робототехники. Ну, потом и даже вот это направление, да, оно уже дальше развивается и усложняется тоже. Вот. Свои вызовы есть, да, вот, например, пандемия была у нас в этом году и в прошлом году, да. И, ну, я могу рассказать, как мы сделали переход в дистанционное обучение. Да, давайте, конечно. В прошлом году, вот 18 марта, объявили, что в Якутии локдаун, в Якутске локдаун, и все, да, как бы, ну, мы слышали, что где-то там в Ухане есть коронавирус, в Италии, да, а мы не думали, что будет так быстро, да, дойдет и до нас, да, до Якутска. Сейчас у всех прошлогодние флешбеки, такие, нет. И вот, нам пришлось быстренько именно поменять формат, да, из очного в дистанционный, да. До этого мы никогда дистанционно не работали, да. Но нам, в принципе, это удалось сделать. К лету мы обучили 700 детей за 3 месяца. Да, 700 детей со всей республики. Были очень хорошие положительные отзывы, да, что вот мы дали возможность, например, сельским детям, обучиться вот IT-технологиям, да, и весь прошлый учебный год, да, мы учили чисто в дистанционном формате, и до сих пор вот так занимаемся, но, конечно, мы ждем и возвращения очного формата, да, надеюсь, вот осенью, после того, как, ну, выработается коллективный иммунитет у всех людей, да. Ждем. Вот, такие дела. Ну, в принципе, дистанционный формат тоже некоторым людям он очень удобен, да, вот, например, сельским детям, да, или детям, которые, ну, особо не должны выходить на улицу, да, и им это очень, как бы, наоборот, удобно. Ну, такое, как сказать, есть поговорочка, там, нет худа без добра, и получилось, что, в принципе, ковид и ограничения, наоборот, даже раскрыли, создали новые форматы. Конечно. И вот спасибо, что отметили, это очень хорошая тенденция, подключаются и вовлекаются в IT-сферу. Очень много, в том числе детей, естественно, с районов республики. Да, у нас огромная республика, вы знаете, 6 Франций, там, миллион Ватиканов и так далее. И какие районы, ну, у нас не буду делить, но, тем не менее, примерно сколько районов, какие тенденции, вот Арктика, Запад, Восток. Ну, в прошлом году у нас было 350 учеников, да, в дистанционном формате, и из них 30%, да, были из районов. Да, ну, и несколько процентов, пара процентов из других регионов России. Даже из Калмыкии учились. Ничего себе. На 6 часов разницы. Вот. А по районам, если посмотреть по улусам, да, какие самые активные, это Милюйская группа, центральная группа улусов, да, и из Аленка. Из Аленка были люди, потому что у них недавно было подключение к оптоволокну. Да, вот ребята молодцы, там активные. Ну, вот так. Конечно, пытались и другие районы, северные, например, Кобяйский улус, да, пытался подключиться, но иногда бывали все равно проблемы. Ну, проблемы не только из-за интернета, да. Интернет, если даже хороший, да, то бывают периодические отключения света. Да, вот, ну, ремонтные работы, да, например, осенью у нас были, нам немножко там было неудобно из-за этого. Это центральная группа улуса, да. И мы еще тенденцию такую заметили, что интернет иногда бывает, наоборот, хуже в центральных улусах, чем в северных. Почему, да? Парадокс. Потому что, как бы, северные улусы, они подключены через, как бы,
ну, через кабель, да, через Wi-Fi, можно сказать, да. А у центральных улусов из-за развития ну, разнообразия связей, да, они, например, подключаются через этот симку модем. Ну, симка модем, конечно, скорость интернета намного ниже, чем у оптового кабеля, да? Вот, Поэтому, в принципе, у центральных улусов есть возможность, это я говорю, Намский улус, Нижнеканганский улус, да, возможность подключения к оптоволокну, но почему-то люди выбирают такое решение, как симка модем, да, для обучения детей, да, тем более вот IT навыкам, да, это не очень удобно. Вот. У нас могло бы быть еще больше учеников, да, если бы у детей были бы компьютеры. Да, вот. Как оказалось, так что у современных детей, да, компьютеров не очень много, да. В основном во время дистанционного обучения, да, в своих школах, не у нас, конечно, они учились через смартфон. Например, вот у сельских детей, да, как обычно это семья, где 3 и более ребенка в семье, да? Многодетные семьи. Многодетные, да? Ну, никакая семья, да, не может обеспечить 5 компьютерами, например. Да? Ну да, довольно это затратная да. тема. Вот поэтому детям приходится учиться через смартфон, да, а IT-технологии через смартфон учить, да, очень сложно. Скорее всего, это даже невозможно. Вот. Вот поэтому есть определенная проблема по компьютеризации населения, как мне показалось. Ну, у меня у самого в 10 классе только компьютер появился, так что... Но, например, даже у городских детей, да, даже у городских детей, где в семьях обычно бывает 1-2 ребенка, да, компьютер иногда не бывает, да. Я объясню, почему. Вот. Есть понятие персональный компьютер, да, есть еще понятие смартфон, и есть понятие вот приставка, да, Xbox, PlayStation. Это не реклама, это не product placement. Обычно почему-то родители покупают детям вместо персонального компьютера, да, PlayStation, Xbox, либо смартфон, либо еще вот планшет, да. Нужно было покупать, наоборот, ноутбук, либо персональный компьютер, да, где можно установить всякие разные программы, да, и учить детей до компьютерной грамотности. Вот. Другие вещи не учат детей до компьютерной грамотности. В наше время, да, не было смартфонов и не было вот, были как бы деньги Sega были, да, но не такие вот, они были крутые, как вот современные Xbox. Вот поэтому нам приходилось играть, да, в этот персональный компьютер. Поэтому наше поколение, оно более компьютеризировано. Можно так сказать, вот мое, твое поколение, да, мы больше разбираемся в компьютере, да, с детства с компьютером, а современные дети, да, и для них слишком UI-на все, да, слишком доступно, да, вот сразу через смартфон ты можешь зайти в YouTube, во что угодно, да, поэтому они как бы отдаляются от компьютера. Да. Это очень плохая тенденция. Например, да, если так посмотреть, есть статистика, мировая статистика, в котором говорится, что американские дети и дети Великобритании, да, у них у 93% детей с 5 до 18 лет имеются компьютеры дома. А у нас, да, к сожалению, обычно бывает так, что дети приходят, да, и к нам в школу, да, и даже не знают, вот, как, например, раскладку поменять языковую, да, как с русского на английский меняется, например, потому что у них дома компьютер есть только у родителей, либо вообще нет, либо вообще нет, да, вот, поэтому можно сказать, да, мы отстаем, да, вот, наша страна может отставать от других развитых стран, да, в том плане, что у населения нет компьютера, да, и поэтому вот наши такие школы, как мы, да, IT-школы, да, помогают в том, чтобы вот, развивать именно IT-сферу, да, компьютерную грамотность и так далее. Ну вот правильно, да, заметили, что не только обучить, не только школа, но и, конечно, популяризация, пропаганда в хорошем смысле слова, IT-движение и так далее, верно?
Перед тем, как перейти к презентации нашего спикера, нашего гостя, такой тоже офф-топ вопрос. Джоустан, смотрели ли вы сериал «Теория большого взрыва»? «Теорию большого взрыва», да, смотрел. Ага. Ну, не все серии. Не все серии, да? Потому что вы сказали, что вы Мгм. физик. Кто из персонажей вам ближе всего из этого сериала? Шелдон. Шелдон? Ну вот, тогда, я думаю, Леонард. Тогда Мгм. у нас сегодня в гостях Шелдон Купер, да? Базин. Так, что ж, уважаемые зрители, буквально пару секунд, и наш спикер Осипов Джоустан, IT-школа Алтан, расскажет про мир IT и про курсы IT-школы Алтан. Не переключайтесь, буквально пару секунд, мы продолжим. Вот вы смотрите презентацию, да, которую я подготовил, и на первом слайде есть фотография, да, вот нашей команды IT-школа Алтан, да, как я говорил, вот все мы молодые люди, разбирающие, ну, мы понимаем вот IT-технологии, разбираемся в этом, да, и я вот немного вам расскажу про наши курсы. Учим мы детей с 3 класса, да, разделяем детей на три возраста. Это с 3 по 5 класс, 6-7 класс и с 8 по 11 класс. Для вот младшего звена у нас есть курс, который называется «Блочное программирование». Курс учит основам компьютерной грамотности, таким как программирование, анимация, векторная и растровая графика и 3D-моделирование. Основной программой, да, которой мы занимаемся на этом курсе, это называется Scratch. Программа Scratch, она создана учеными из MIT, Массачусетского института технологического, в медиа-лаборатории, так называемый. Принцип, он похож, который здесь есть, да, представлен, похож на собирание лего-блоков, да? То есть программирование через блоки. Можно создавать разные алгоритмы, и вот, соединяя правильно блоки, тем самым создавать игры, либо мультфильмы на Scratch. Далее мы изучаем на этом же курсе 3D-моделирование на Tinkercad. Да? Эта программа была создана компанией Autodesk, да? Самой популярной компанией, которая разрабатывает программы для 3D-моделирования. И они создали специально для детей, да, такую очень клевую программу Tinkercad, да, на которой можно не только создавать 3D-модели, но и с помощью тоже блоков, да, делать разные 3D-анимации. Идем дальше. Для среднего звена у нас есть курс Python-разработчик, либо Python, да. На этом курсе мы учим создавать игры на самом популярном языке программирования Python. Почему мы выбрали для среднего звена именно этот язык, да, и чем он отличается от блочного программирования? Вообще, вот нормальное программирование – это программирование текстовое, на текстовом языке, да, на текстовом языке. И как бы вот этот курс, он является переходным звеном, да, между блочным программированием и текстовым.
И Python, он такой язык, который имеет очень простой синтаксис. Да, у языков программирования тоже есть свои синтаксисы, как и у естественных языков. И у Python он самый, как можно сказать, простой, да. Вот поэтому мы выбрали именно этот язык и учим на нем создавать вот такие двухмерные платформы игры. Для старших детей, для старших классов у нас есть курс, который называется «Разработчик игр». Разработчик игр. На этом курсе мы обучаем детей сразу двум игровым движкам, да, профессиональные игровые движки. Например, вот я знаю, что на Unity создают игры в Python, а на Unreal Engine недавно создали игру в компании Fantastic, тоже вот местные игровые студии. То есть вот эти игровые движки, они используются профессиональными программистами, разработчиками, да, и их мы тоже вот обучаем детям. Обучаясь вот таким игровым движкам, дети еще узнают языки программирования. Например, на Unity да, используется язык C#, а на Unreal Engine язык C++. Кроме этого, гейм-дизайн изучается, да, и вот тоже разные компьютерные навыки. Для творческих детей, тоже вот с 3 по 5 класс, да, у нас есть курс художник, junior, для тех людей, которые мечтают стать художниками компьютерной графики. Мы обучаем на этом курсе рисовать на графическом планшете, используем программу Krita. Первый семестр посвящен рисованию, да, а второй семестр он посвящен вот анимации. Кроме этого, мы обучаем детям вот создавать портфолио на программе Canva. У художников должно быть портфолио, вот, и мы обучаем их, как правильно его создавать, получается. Для среднего звена и для старших детей, да, у нас есть курс художник middle. Художник middle, да, и на этом курсе мы уже более углубленно изучаем арт, рисование, цифровое рисование, тоже на графическом планшете, да, и собираемся внедрить в этот курс еще и скульптинг на ZBrush. Скульптинг – это создание 3D моделей, да, с помощью вот именно технологии скульптинга. И, конечно же, мы обучаем тоже вот на этом курсе, тоже углубленно, да, делать портфолио уже для поступления на работу или на стажировку. Я еще хочу рассказать вам, что кроме основных знаний, да, именно по этим темам, например, художник, разработчик игр, Python разработчик, программист блоков, да, мы обучаем детей еще как бы параллельно к этим курсам, да, компьютерной грамотности. Вот, например, какие есть навыки у современного человека, айтишника, да, это скорое печатание, да, например. Ребенок, который учится, например, на курсах по Python, либо по разработке игр, да, он все равно учится быстро печатать на клавиатуре. Еще мы обучаем на каждом курсе искать правильную информацию, да, разбираться в разных форматах, например, картинок, да, гифки, PNG, JPEG, да, отличать JPEG от PNG, да, это вот тоже не каждый умеет. И вот поэтому в наших курсах есть особый плюс, да, например, по Python, вот к тому, что я уже сказал, да, родители отмечают, что у их детей повышается именно знание по английскому языку, потому что любой язык
язык программирования, да, он имеет вот английский синтаксис. На этом слайде представлен наш Инстаграм. Он называется Altan School. Altan School, да. В нашем Инстаграме мы не только рекламируем наши курсы, да, но и стараемся давать полезную информацию про IT, да, берем интервью у профессионалов, рассказываем про нашу команду, да, и тем самым вдохновляем родителей и детей, да, заниматься вот IT-наукой. Ну, на этом все, вот моя презентация. Что ж, спасибо, Джоустан, за интересную презентацию. Да, IT-школа, IT-движения, их много, но вот ребята сегодня наши приглашенные гости, это резиденты студенческого бизнес-инкубатора Орехс ВФУ, IT-школа Алтан, они готовы, их двери открыты, курсы виртуальные, офлайн, онлайн, на любой вкус и цвет, поэтому кто заинтересовался, то заходите, спрашивайте, пишите в директ, и остается пожелать вам IT-школа Алтан побольше учеников. Я думаю, что все-таки IT – это актуальная сфера, желающих много, и пусть каждый желающий найдет то, что он ищет, и раскроется себя, и станет высококвалифицированным IT-специалистом. И, уважаемый Джоустан, что бы пожелали бы начинающим, действующим или даже опытным IT-специалистам и вообще людям в сфере IT? Какие пожелания? Ну, желаю всем здоровья, такие времена, да? Вот, успехов во всех начинаниях. И мне кажется, что в современном мире любой человек должен разбираться в компьютер-сайенс, да, в IT. Вот поэтому я говорю всем, чтобы изучали литературу, да, вы можете изучать IT не только в IT-школах, в IT-университетах, да. Информация вся доступна уже в открытом доступе, да, в YouTube есть очень много информации, в Google поисковике, сайты, да, и, конечно, вот движение Sahara Innovation, да, и то, что делается вот Министерство инноваций, оно, вот, конечно, просвещает народ, да, и вот всегда вот участвует в таких полезных мероприятиях. Спасибо, спасибо всем. Да, и, уважаемые зрители, напоминаю, следите за анонсами, за программой, за актуальной информацией на странице выставки sahainnovation.ru и также на инстаграм-странице технопарка Якутия. И я напоминаю, что сегодня в 7 часов по якутскому времени также состоится грандиозное онлайн-событие. Это выпускной, это демо-дэй 5-го потока акселератора B8, который ребята тоже проходили 3 месяца акселерацию, 6 лучших проектов отобранные, и у них будут сегодня финальные питчи. Будет также зажигательно, интересно, как наша сегодняшняя лекция. Спасибо, Джоустан. Уважаемые зрители, до новых встреч, до нового подключения Sahara Innovation 2021.